Всем привет, уважаемые друзья, меня зовут Амир Цичоев, и мы сегодня с вами находимся в славном городе Кострома. Все задаются, наверное, вопросом, что мы здесь делаем. Изначально, когда поступила новость, что я еду в Кострому, я тоже задался вопросом, что я там буду делать. А все просто, друзья, на самом деле, Дни ингушской культуры в Костромской области. И мы с вами сегодня здесь, и мы только приехали, только с автобуса, вот через тот вход, только разгрузились, немытые, небритые, уставшие. Но завтра начнется все веселье, завтра начнется все торжество и наша выставка. И привезли очень много экспонатов. И знаете, дорога 2100 километров в автобусе. Конечно, было бы очень грустно, если бы с нами не ехали творческие люди. Здесь представители музея, здесь певцы, здесь представители Министерства культуры Республики Ингушетия. И просто, чтобы вы понимали масштаб, который мы с собой привезли в одном автобусе, обратите внимание туда. Понимаете, да, что уже только прям с корабля на бал, как говорится, чтобы не тратить ночь на это все, чтобы мы успели отдохнуть, выспаться, чтобы вы увидели хорошую передачу о том, что мы делали в Костроме, мы с вами обязательно должны отдохнуть. Ну, по крайней мере, одна половина из нас должна отдохнуть. Давайте мы сразу обратимся к одному из главных людей. Руслан Боков. Руслан Боков, которого все знают, наш знаменитый телеведущий в прошлом. Да, и снова мы вместе. И снова мы вместе. И в будущем, да? Да. А это уже заявка на успех. Руслан, здравствуй. Здравствуй, Амир. Руслан, расскажи, вот просто, что будет в Костроме происходить? Ну, в Костроме у нас запланировано целый ряд мероприятий. Вот как вы сами видите, сейчас наши музейщики, наши библиотекари, они расставляют свои экспозиции, то есть познакомят жителей Костромы с изобразительным искусством Ингушетии, с печатными изданиями об Ингушетии, с экспонатами истории, археологии и так далее. То есть все самое интересное об Ингушетии. Плюс ко всему, вечером уже, скажем так, апогеем всего этого станет гала-концерт мастеров искусств. Будут наши вокалисты, артисты, хореографические ансамбли. А кто будет из певцов наших? Из певцов у нас будет, безусловно, наш золотой голос Кавказа Алавинас Мурзиев, это будет Рахман Беков, это будет Лемон Альгиева, это будет наша звездочка Рагда Ханиева, и это будет моя соведущая, актриса Русского государственного музыкально-драматического театра Зара Базоркина. Зара тоже будет, да, знаете? Зара будет попутно вести со мной мероприятие и исполнит песню «Надежда» на ингушском языке. Да. На ингушском языке. Мы все ее помним, все ее слышали. Запланирован еще ряд встреч, но об этом чуть позже. Мы ждем завтра министра культуры Ингушетии. Мы ждем главу республики, насколько я понимаю. По всей видимости, да. По всей видимости. Ну, не факт, да, но мы ждем. Да, мы ждем. Мы всегда ждем всех. В общем, мы всем рады. А также, чтобы все понимали, мы ждем и всех жителей города Кострома. Ну, не всех. Сколько вместе? Не, мы ждем всех. А там сколько вместе? Да, там сколько вместе наш выставочный зал, выставочный концертный зал губернский. В общем, друзья, вы понимаете, что завтра будет весело. И сегодня я вам показываю именно подготовку, чтобы вы понимали, через что мы прошли. Мы не стали снимать в автобусе, потому что это было невозможно. Да и спать хотелось очень сильно. Вот Руслан, мы с Русланом поспали, конечно. Не дам соврать, да. Амир поспал, однозначно. Ну а я, как ответственное лицо, соответственно, я весь путь бдел. Бдел. Хорошее слово ты подобрал, Руслан. В общем, вам удачи, мы пойдем пообщаемся. В общем, друзья, вы понимаете, да, что будет довольно весело. Будет гала-концерт. Самое интересное, на мой взгляд, понимаете, просто, может, самое интересное для жителей Костромы будет именно вот это. Вот обратите внимание на вот этот шикарный трон. Я буду назвать его именно трон. Если мой оператор перестанет тянуть мой микрофон, то я на него сяду. Понимаете, да? Да, поухаживайте за. Понимаете? Он для детей. Алихан Ваделов. Вот это действительно на данный момент главный человек на этой площадке. Я прав? Ну, пока да. Ключевое слово «да». Нет, ключевое слово «пока». Но я не хотел этого говорить, я знал, что ты сам озвучишь. Алихан, расскажи, как мы добрались, чтоб я не был голословным. По-моему, видно, как мы добрались. Вот, устали, конечно, но так нормально все. Вот, нас очень хорошо приняли, кстати. По-моему, нас нигде так не принимали, как здесь.
Не знаю, меня везде так принимают. Не, я в плане того, что поддержки. Видите, сколько здесь людей. Целый день они нас ждали, пока мы приедем. Мы чуть-чуть опоздали, дорога все-таки. Вот. Вообще, Я хочу заметить, то есть, вернее, спросить, Алихан, что у нас будет выставлено? Вот изделия разные. Расскажи, Руслан так вкратце объяснил, а ты что поподробнее. у нас будет выставлено, да? Мы выставляем музей краеведения наш, Государственный музей краеведения. Ну, это предметы старинного быта ингушей, 18-19 век. Есть еще ювелирные изделия очень старинные, золото Алана, насколько я знаю. Потом у нас будет выставляться музей ИЗО. Это картины, работы известных наших художников, там Имагожев, Полонкоев, ну, много, все их знают. Вот. Национальная библиотека наша будет выставлять свои какие-то, ну, литературу нашу, наших поэтов, литераторов. В общем, я думаю, пока достаточно. Еще надо сказать, у нас вот выставка наших, как их называют? Вот, снова. Национальные наряды. Национальный наряд, да, модельеры, да, по-моему, как они? Дизайнеры одежды, да. Вот. Ну куда ж без одежды, не могли же мы. Красиво. Красиво будет. Ну, мы верим, что будет красиво. Алихан, вам удачи. Мы все это дело будем освещать. Я просто опять же говорю, что мы хотели показать, как мы доехали. Поэтому завтра Алихан будет Вы нас завтра покажите. в костюмчике, Да, в галстуке, костюм. естественно, понимаете. Я тоже буду немного в другой одежде. Ну, практически. Ну, некрасиво. Да. Нет, красиво, но не в костюмчике. Вот так Красиво, будет. но не в правильно. Да, вот так будет. правильно. В общем, удачи. В общем, друзья, вы понимаете, да? Пока переваривайте все, что мы вам наговорили, а мы после вернемся и продолжим. Не переключайтесь. Менто Мори. Что я решил, друзья? Здесь где-то Рахман Беков, человек, который будет петь, человек, который будет танцевать, наверное, потому что какой танец Рахмана Бекова без танцев? И вот мы решили, что надо поговорить с Рахманом Бековым. Сейчас я его позову. Рахман, будьте добры, выйдите к нам. Можно вас на 2 слова? Рахман стесняется, такой стеснительный парень. И мы ждем его. Вот он, вот. Ну, с этой походкой, конечно. Прошу вас, Рахман. Салам алейкум. Ну, все знают этого парня, да, эту шикарную прическу этого парня. Все знают. Рахман Беков. Рахман Беков один из немногих, кто все-таки умудряется изредка петь вживую. Изредка. Угу. Иногда петь под фонограмм. В общем, Рахман, расскажи мне, вот как получилось так, что сюда приехал ты, а не Артур Хулагов? Ну, наверное, все-таки, я не знаю, гадать не будем, наверное. Лучше знают наши правители, кому что почем. Хулагов в своей сфере, молодец пацан. Я своей, наверное, не отстаю, да? Какие композиции ты будешь исполнять здесь? Здесь мы представим нашу композицию авторскую, на которой слова были написаны Салмана Азиева, песня авторская, ну, музыка. Вот, потом и нашу народную, лезгинчатую. А название? Назрань. Первая Назрань, вторая? Да, недотрога. Все знают песню «Недотрог». Я, кстати, не слышал песню Рахмана про Назрань, обязательно дам и вам послушать, и сам послушаю. Рахман, как добирались? Добирались как-то вот трудноватенько, скажем. Устал? That's all. Хороший был рэпер Децл раньше. В смысле, немножко, да? Я понял. Что еще? С питанием, с проживанием. Не было проблем в автобусе? Нет, все отлично, на высшем уровне. Главное, что мы доехали. Друзья, как я вам обещал, завтра будет весело. А сегодня мы дальше продолжаем показывать подготовку. Рахман, мы в гостиницу поедем, отдохнем. Правильно же? Все, поэтому не грусти, не скучай. Завтра будем... Пошутили, хватит. Вот оно. Вот. Я думаю, вот это будет самое интересное для жителей Костромы. Это, конечно, музейный экспонат, но я возьму его в руки. Смотрите. Вот такая обувь.
Представляете, да? Раз. Что у нас? Вот такой черпак. Причем он цельный, он вырезан из куска дерева. Он не слеплен, не склеен, он действительно цельный. Это очень круто. Вот люди не ленились раньше. Так, что у нас здесь еще? Конечно, глиняный кувшин. И вот что я люблю больше всего. Вот эти разные символики. И насколько я понимаю, в каждом башенном поселении были свои какие-то. Вот, здесь даже написано. Миска деревянная. Все очень просто, друзья. Никаких заморочек. Все как должно быть у простых, талантливых людей. Миска деревянная. Ну, естественно, что у нас еще? Экспозиция башни. Естественно, экспозиция, куда без этого. Экспозиция еще одной башни. И, насколько я понимаю, это мы с Заретой должны общаться. А вон и Зарета. Зарету знают все. Все, кто смотрит НТК Ингушетия, знают Зарету. Вот она с картинами бегает, видите? Уже работает Зарета. Никакого житья Зарете не дают. Только работать. Зарета, Сейд Хелчин, давайте мы с вами быстренько. Все помнят, да, Зарету? Все помнят. Чаще меня показывают Зарету по нашему телевидению. Зарет, расскажите, пожалуйста, что у нас выставлено от музея? Сейчас у нас мы расставляем картины, в основном у нас Ходжи Ахмеда Имагожева картины, сюжетные, это исторические, этнографические картины. Также мы привезли медную посуду, деревянную и глиняную посуду. Также привезли предметы рукоделия женские, это женские вязаные платки узелковой вязью, доскоевые пятна мастерицы. Ингушские настенные были кармашки. Наши женщины занимались златошвейством. И головной убор Курхарс, который сделала наша сотрудница Бекова Хулимат, воссоздала. Курхарс, от которого так закручен, да, наверное? Ручной работы. А из оружия нашего будет что-нибудь? Оружие мы не привезли. Жаль. Мне кажется, вот это было бы интересно. Но в любом случае. Привезли прикладники, но они кинжалы. Все, вот я об этом и говорил. Кинжалы, потому что какие джигиты без кинжалов? Надо завтра навесить парочку и погулять. Зарета. Также мы привезли вот старинную обувь. Я заметил. Да, тоже. Она часто вот на выставках привлекает внимание. Очажную цепь, которая тоже является значимым атрибутом для нашего народа. И, Зарета, единственное, я скажу, мы с вами завтра еще пообщаемся. Сегодня мы покажем, как мы готовимся. И пока мешать вам не будем, помочь все равно не умеем. Вот так, удачи, да, это было. В общем, друзья, вот так вот, музей здесь. И я думаю, это самый грамотный ход привезти сюда именно музейные экспонаты. Вот когда мы ездим на фестиваль культуры и спорта Северного Кавказа, это последний раз проходил в Махачкале, вот там не было наших музейных экспонатов в таком количестве, в каком хотелось бы их видеть. Поэтому сейчас здесь, в Костроме, я думаю, будет очень здорово людям посмотреть на именно музейные экспонаты. И, друзья, если кто-то не помнит, вот так выглядит бронзовый орел Сулеймана, который найден в 8 веке, найден в 19 веке в башенном комплексе Эрзи. Он сам 5 века орел, насколько я понимаю. Ну, символ Ингушетии, если кто-то не помнит. Выглядит он именно вот так. Как-нибудь покажем вам его самого уже в музее Республики Ингушетия. И, конечно, вот эти... Все это рукодельное, все это... А вот, насколько я понимаю, рыбья кожа. Да, это рыбья кожа. Давайте мы посмотрим, рыбья ли это кожа. Сейчас на обороте должно что-то быть написано. Так. Угу. Мартазанова Танзила. Нет, не написано, что это рыбья кожа. Но я полагаю, что это рыбья кожа. Об этом, друзья, и обо всем другом мы вам расскажем в продолжении нашего эфира, когда мы уже завтра, выспавшиеся, помытые, побритые, красивые, придем и будем рассказывать обо всем этом мероприятии, будем встречать наших почетных гостей, естественно. Я все-таки спрашиваю, Зарета, а это рыбья кожа? Да, я говорю, это рыбья кожа. Все, на все вопросы ответили. В общем, это пиджак Мусы Мартазанова. Представляете это? Это еще не музейный экспонат. Кстати, да, Муса Мартазанов здесь. Да, вот он занимается расставлением. Не убегайте, Муса, давайте я вам помогу, а вы пока не убегайте.
давайте мы покажем вот эту прелесть. Это ваша работа, как я понимаю. Это не моя. Ну тогда мы с вами пообщаемся. Мгм. Муса, расскажите, как добирались? Ну, нормально добрались. Дорога, конечно, не такая короткая, как отсюда домой. Домой всегда короче дорога. Ну, так все нормально, в принципе. Привезли большую экспозицию работ. Более 30 картин будет выставлено. Мне кажется, что мы покажем на своих полотнах часть своей республики и разные уголки нашего родного края. И зрителям, и любителям, ценителям прекрасно будет интересно познакомиться с нашим краем через полотна наших известных художников. Ну, будет и мастер-класс завтра. Мастер-класс. А можно будет мне принять участие в мастер-классе? Обязательно. Мастер-класс будет давать народный художник Республики Ингушетия Ашат Халитовна Даурбекова. У нее будет войлок. И я, народный художник Республики Ингушетия Муса Мартазанов, у меня будет пастель. Я завтра буду рисовать, друзья. Рисовать. Правильно я говорю? Рисовать. Рисовать буду. В общем, Муса, вам удачи, я вам помогу донести картину, а вы не переключайтесь. Самая, наверное, такая сильная картина, на мой взгляд, чисто на мой взгляд. «Калой повержен», работа Имагожева. И Калой повержен, в общем, в пещере, в кандалах. В общем, очень ярко отражаются именно на этих картинах история ингушей. Вот, допустим, Калой с камнем, да, против врага. Дальше идем. А, кстати, вот работа. Это на самом деле, на мой взгляд, пока, на данный момент, намного дороже всех этих картин. Потому что это работа Щеблыкина. Помните, каждый раз, когда я снимал программу «Тропа», я вам рассказывал по данным Миллера, Щеблыкина. И вот этот Щеблыкин, это этнограф, который записывал все, что было в Горной Ингушетии. И вот, пожалуйста, вам вовнушки, который изобразил именно Щеблыкин. И на его изображениях мы видим здесь еще одну башню. Видим жилые башни. И тем самым мы примерно понимаем, как выглядел башенный комплекс Вовнушки в те годы. Ну, в начале 20 века, в конце 19 столетия, да? Дальше. Девушка в Курхарсе. Если кто-то не знает, Курхарс — это головной убор. Это шумерка. Тоже древние ингуши. Это уже работа Имагожева. Девушка в Курхарсе. Тоже Имагожев. А как называется эта картина, я не знаю. Девушка. Девушка. В общем, самое главное, чтобы мы поняли. А, вот, Амазонка. Амазонка. Вот тоже работа. По мнению Имагожева, Амазонка выглядела именно так. Хотя мне хочется верить, что она выглядела немножко иначе. Как говорил великий Алихан Ваделов, по моему лицу понятно, как мы добирались. И по моему тоже. Друзья, я хотел вам показать, как мы проходим этап подготовки, как мы расставляемся. Это еще не конец, на самом деле, это только самый первый шаг, чтобы завтра было с самого раннего утра легче все это расставлять. Мы просто решили определиться с зонами и, собственно говоря, видите, просто чтобы не мялись экспонаты, не страдали от этого удушья в ящиках, в коробках. И так 2 суток почти они тряслись в автобусе вместе с нами, и мы решили их немного проявить им дань уважения и выставить их именно туда, где они будут находиться в ближайшие 2 дня. Что я хочу сказать, друзья, дальше наш ход очень простой. Мы отправляемся в гостиницу, чтобы отдохнуть немного, потому что уж очень хочется спать и отдохнуть немного, да, действительно. Потому что уже даже начинаешь заговариваться. Потому что как бы ты много не спал в транспорте, а мы спали, мы не будем врать, что мы там 2 суток глаз не смыкали. Мы спали.
Но просто беда в том, что когда ты спишь в сидячем состоянии, отдыхает только мозг, а тело не отдыхает. Поэтому моему телу срочно необходимо часов 12 сна, после чего я вернусь к вам, и мы покажем вам именно саму выставку, сам концерт и все, что будет происходить в этом прекрасном зале, в этом прекрасном городе, где нас очень тепло встретили. Поэтому, друзья, будьте в Костроме, заходите на наш праздник. А пока всем желаю набрать терпения. Скоро мы вам покажем второй, естественно, самый главный день нашего пребывания в городе Кострома, где проходят Дни ингушской культуры. Поэтому, друзья, не уходите далеко от экранов. Это у меня ночь впереди, а у вас это будет простая маленькая пауза на рекламу. Собственно говоря, я выспался, побрился и хорошенько отдохнул для того, чтобы вам рассказать про второй день. Здравствуйте еще раз, друзья. Все-таки как-то по-другому все говорится, когда ты уже немного отдохнул и 34 часа в автобусе уже не чувствуется. Но что хочу сказать. Сегодня тот самый день, ради которого мы сюда приехали. Это День ингушской культуры в Костромской области, друзья. Знаете, с кем я познакомился? Это Рамзан. Рамзан, рот закрой. Оп, закрой. Это Рамзан. Рамзан очень малословный молодой человек. Как тебя зовут, Рамзан? Рамзан. В общем, вы поняли, да, насколько скромный молодой человек в Костроме? В Костроме, говорят, все такие скромные. Ну, помолчали, работаем дальше. Молодец, Рамзан. В общем, друзья, ожидается, что придет вся ингушская диаспора сюда. И будет большой концерт, который мы вам обязательно покажем, расскажем. Ну, рассказывать, собственно говоря, буду я, а концерт будет вести Руслан Боков и, конечно, Зара Базоркина. Их вы тоже прекрасно знаете. Мы продолжаем, скажем так, путешествовать по России и показывать вам различные места. К сожалению, показать вам город не получится, потому что мы проведем здесь только один день, и весь этот день мы проведем здесь. Но, тем не менее, очень постараемся. Здесь есть еще один представитель костромских ингушей. Салам алейкум. Давай мы сделаем вот так. Как тебя зовут? Рустам. Рустам. Давно ты в Костроме живешь? Я не живу в Костроме, я приехал. Откуда? С Галича. Откуда? С Галича. Галич. Галич. А мы вчера в автобусе в города играли и не могли вспомнить город на букву Г. Галич. Надо запомнить, на обратном пути поиграем. Давно ты не был в Ингушетии? Нет, был. Когда? Ну, когда мне было 10 лет. А сейчас тебе сколько? 11. Собственно говоря, мог бы сказать год назад, и мы бы все поняли. Учишься, работаешь? Учусь. Не работаешь? Нет. А я работаю. Я работаю, и все у меня прекрасно. В общем, что я могу тебе пожелать? Сегодня будет концерт. На этом концерте хорошенько повеселись. Там будет и ансамбль, и Рагдах Ханиева будет петь, с ней мы чуть попозже пообщаемся. Лемон Альгиева будет петь, и с ней мы чуть попозже пообщаемся. В общем, много будет разных наших артистов, поэтому наслаждайся, тебе удачи. Если что, обращайся, мы еще здесь. В общем, друзья, вот такие вот делишки у нас в Костроме. Или у них в Костроме. Совершенно не важно. Вот я поправил свою петличку и готов продолжать свое рандеву. Давайте просто вот Гапур Чаркиев, собственно говоря, мой оператор в Костроме, наш собственный оператор в Костроме, сделает сейчас панораму, чтобы показать вам
что происходит вокруг. Поехали. И это только начало. Поэтому вам я советую не переключать канал, потому что дальше придут еще много местных ингушей. Мне очень интересно с ними пообщаться. Придут люди, благодаря которым все это стало возможным. Люди, которые проявляли большую инициативу для того, чтобы Дни ингушской культуры в Костроме состоялись. Это женщина по имени Лейла, с ней мы обязательно пообщаемся. Лейла Машхоева, собственно говоря. И потом уже станет ясно. Мы ждем министра культуры Марет Газиеву. С ней тоже очень хочу пообщаться, потому что я, когда ехал, честно, не ожидал вот такого ажиотажа. Здесь выставлено очень много всего. И я никогда не думал, что все это можно уместить в один автобус. Оказывается, друзья, можно, если кто-то говорит нельзя, это просто отговорки. А пока не переключайте канал, наслаждайтесь этой атмосферой. Ну и, собственно говоря, друзья, главный гость, которого мы лично ожидали, глава Республики Ингушетия Юнусбек Мамедович Евкуров. Вон там, давайте, можно пройти. Давно приехали? Мы вчера приехали. Мы приехали вчера. Давайте сразу уж раз начали, пообщаемся. Вы как добирались? На машине. И как? С главой республики вместе приехали рано утром. Рано утром сегодня? Да, сегодня приехали. И вот ваше мнение спрошу. Как вам выставка? Ну, выставку я еще не посмотрел ее, но в других, и в Москве, и в других регионах она традиционно у нас, и на ярмарках, и на других культурных мероприятиях. Она всегда у нас достаточно объемная и достаточно в полном объеме, который раскрывает и культуру, и обычаи, и традиции, и историю нашего народа, нашего края, самобытную культуру. Это первое. И второе, что мне хотелось бы отметить, вот уже более полудня мы здесь, в Костромской губернии, области находимся. Вот общение с руководством области, с губернатором, с другими сотрудниками и местными жителями. Самое большое вот для меня это впечатление, которое наши земляки здесь испытывали в соответствии с нашим приездом, с нашей концертной программой. И, конечно, это хорошая поддержка для наших земляков, которые проживают здесь. И здесь на встрече с главой республики, вот с нашей делегацией были не только наши земляки, проживающие в Костромской области, были представители нашего землячества с Ивановской области, с Ярославской области, Владимирской области. Конечно, для них это все и интересно. Но и самое главное, я хотел бы сказать, что это особенная поддержка, вот наш приезд руководства республики, это, конечно, всегда большая поддержка и психологическим, моральным, и во многих других вопросах поддержка для наших земляков, которые постоянно проживают здесь, в Костромской области, ну и в различных других регионах. Поэтому хочется пожелать добра, здоровья, взаимопонимания всем нашим землякам, и чтобы они и свою историческую родину не забывали, ну и, естественно, и свою культуру, и свои обычаи, наши обычаи здесь с жителями Костромской губернии. Это многонациональная область, это историческая область. И достаточно комфортно, чтобы здесь проживали. Я думаю, лучше никто не скажет. В общем, друзья, глава республики прибыл. Я думаю, мы обязательно постараемся с ним пообщаться, потому что мне хочется задать несколько вопросов главе республики. Я это обязательно сделаю. А пока давайте просто немного понаблюдаем, о чем говорит глава республики. И Гапур Чакиев вам это сейчас покажет.
общем, друзья, все, кто читает всю литературу об ингушах, прекрасно знают этого человека. Его зовут Павел Викторович Романец. Я с ним познакомился только сегодня и буду надеяться, что обязательно прочту книгу, которая называется «Костромские ингуши», автором которой является именно Павел Викторович. Павел Викторович, у меня очень простой вопрос, наверное, который хотели бы задать вам все жители Республики Ингушетия. Почему вы решили написать книгу, которая называется «Костромские ингуши»? Ну, ничего случайного не бывает, так ведь, да? Значит, на Северном Казахстане мне пришлось сталкиваться по работе с ингушами. И в отличие от всех других национальностей, они меня покорили. Это прекрасные люди, работящие, спокойные, умные. И это было очень приятно. Я очень любил бывать в семьях ингушей. Когда вроде там по делам где-то там зайдем, просто восхищение. Эти платочки у меня до сих пор сохранились. Так? Вот. Это первое. Второе, может быть, тоже важно, потому что в детстве я жил в Троицкой станице, а дед мой был из терских казаков. Я, конечно, это узнал уже, будучи очень-очень взрослым. А в детстве, конечно, это не совсем было известно, тем более слово «казак» тогда еще скрывали. Да? Вот. Это вот, может быть, второе. А третье, когда здесь возникло желание создать ингушский культурный центр, то как-то так получилось, что я об этом узнал и спросил, нужна помощь? Да, нужна. А так как я еще, кроме того, что писатель и художник, я еще юрист, вот, экономист, ну, плюс опыт есть всякий, да, вот, я стал помогать ребятам. Ну, вот как-то вот общаюсь, и вышли на идею, что надо бы сделать книжку. А книжка-то оказалась, может быть, и не очень грандиозной, но она очень нужна самим ингушам. Но она и костромичам нужна, чтобы узнавали. Ведь до этой книжки все, а что у нас ингуши, а что за национальность? А много их, да всего-то 500 человек. Самая маленькая диаспора. Но зато она уже имеет. Кстати говоря, эта диаспора, хотел бы отметить, единственная из костромских диаспор, которая имеет представительство в 17 районах области, чего нет ни в одной другой диаспоре. Все в основном сконцентрированы в Костроме. Вот, это первое. Второе. Книжка эта явилась первой среди всех диаспор. И нам сказали в Москве, что в других диаспорах ингушских по регионам России якобы тоже такого типа книжек нет. Значит, местная Костромской ингушский культурный центр стал пионером в этом деле, потому что я работал над книгой, а издавали-то они, да, и деньги собирали они. Это очень важно. В общем, друзья, вот такая вот ситуация в Костроме. У нашей диаспоры уже есть собственная книжка. Дай бог, о нас тоже кто-нибудь напишет. Павел Владимирович, вам спасибо. Мы сейчас только что с Юнусбек Баматгиревичем разговаривали и с вашим министром культуры, и с вашим председателем Союза художников о том, что чтобы пригласили нас, и мы наметили дату, чтобы мы приехали к вам на пленэры, да, на контакты какие-то. У нас много тоже очень интересного, чтобы мы могли бы пообщаться, поговорить, подискуссировать. Это ведь так важно. Конечно, важно, друзья. Кострома – это город не кого-нибудь, а именно Ивана Сусанина. Все знают историю Ивана Сусанина, когда он, можно сказать, даже отчасти спас всю страну, заведя польских интервентов совсем не туда, куда они хотели попасть. Поэтому Костроме есть что рассказать, и нам есть что узнавать об этом городе. Павел Владимирович, вам спасибо. И вам спасибо. Пожалуйста, мы очень рады знакомиться с вами. Обязательно прочтем вашу книгу, посмотрим. Она небольшая, но вместе с тем нужная для Костромы. Вот небольшая, но нужная для Костромы, потому что узнавание, оно идет ведь вот так вот, потихонечку. А я вам еще где-то визиточку найду сейчас. Вот. Но это мы сделаем за кадром, да, друзья, вы не переключайтесь. Конечно, да. В общем, вот, собственно говоря, книга, которую написал Павел Владимирович, Павел Викторович, Костромские ингуши.
А это, собственно говоря, Лейла, о которой я вам уже говорил. Лейла, здравствуйте, это первое. Во-вторых, расскажите, как давно вы находитесь в Костроме? Ну, в Костроме мы находимся уже 32 года. Вот 8 апреля исполнилось. Приехали на месяц и застряли на все года. Так что для нас это вторая родина. Как-то знакомо, да, приехали на месяц, а застряли на несколько, как у Робинзона Круза. Лейла, расскажите, вот как появилась идея создания ингушской диаспоры в Костроме, потому что я знаю, что вы маломальски в этом участие принимали. Плюс, что было самое сложное и кто вам в этом во всем помогал? Ну, помогли нам, конечно, и костромские ингуши помогли. Но, конечно, благодарность у нас Картоеву Махмуду, который начал все это, который заинтересовал всех, подготовил нас всех к всему этому. Поэтому, я не знаю, много всех. Павел, вот этот автор вот этой книги нам очень помог, рассказал историю наших ингушей. Для костромичей многих это стало даже новостью, потому что не все же знают ингушскую культуру. Мы даже многое для себя подчеркнули, мы, оказывается, многое сами не знаем. Так что вот такие новости. Стоило все-таки написать книгу, чтобы ингуши сами о себе немного... Даже, конечно, у нас гордость. Сколько героев, мы много не знали. Ну, собственно говоря, у нас очень много героев, и об этом и наш мемориал памяти и славы гласит. Вопрос такой, Лейла, что самое сложное для ингуша, который живет за пределами своей республики? Тоска по родине. Это правильный ответ, друзья. Это была Лейла Машхоева, насколько я понимаю. Картоева. Лейла Картоева. Хидилова. 3 фамилии прозвучало, но она Лейла Картоева. Лейла Хидилова, я фактически правильно. Но мы назовем его Картоева. Лейла, вам спасибо, дал эту бахту. Если что, приезжайте в Ингушетию почаще. Спасибо и вам, почаще. что приехали, что навстречу нам, местным ингушам. И очень приятно, что вот даже наш президент приехал. Мы очень горды этим. И перед Костромой у нас есть теперь с чем похвастаться. У нас Спасибо тоже вам, есть. Все. Спасибо. Мне тоже есть чем похвастаться, когда я вернусь в Ингушетию, что я был в Костроме с главой Республики Ингушетии, со всеми этими замечательными людьми, что у меня есть книга «Костромские ингуши». Вряд ли у вас в библиотеке такая застоялась. Поэтому, друзья, вот такая вот у меня работенка. Ездить по всей стране и рассказывать вам, как все у нас здорово. Друзья, вы не переключайтесь, дальше будет только веселей, а я пойду еще поищу разных людей, с которыми можно будет пообщаться и немного даже посмеяться, потому что пора уже переходить к молодежи. Собственно говоря, друзья, подошло время X. Я не знаю, как вы это поняли, но я это понимаю, что пора идти на концерт, потому что сейчас я давно не был на ингушских концертах. И, понимаете, мне очень интересно, как он будет выглядеть в Костроме, потому что здесь ансамбль Ингушетия. Мало кто знает, но я до сумасшествия люблю, когда наш ансамбль танцует лезгинку. Не кто-то там на улице танцует, абы как. А когда вот танцуют профессионалы нашу лезгинку, очень красиво ее преподносят. Я люблю на это смотреть и пойду, не буду себе в этом отказывать. Друзья, вас мы тоже не обделим весь этот концерт, мы сейчас вам покажем. Вы тоже посмотрите этот концерт, получите это удовольствие. Послушаем. Кстати, я говорил, что есть Рагда Ханива у нас здесь, Лемон Альгиева, Алаудин Исмурзиев, Рахман Беков и, конечно, Зара Базоркина. Эти люди будут петь, а ансамбль будет для вас, друзья мои, танцевать. Поэтому я наверх, вы не отставайте, и мы сейчас пошумим в Костроме. Дорогие друзья, вас приветствует лауреат всероссийских, региональных, международных конкурсов молодых вокалистов, заслуженная артистка Республики Ингушетия, очаровательная Лема Нальгиева.
цвета, не забудется красота. Вижу просторы земли родной, я живу тобой. Не описать восторженных взглядов, ты прекрасен настолько, не забудет, кто бывал у нас. Ты знаменитый силой обрядов, пусть и только песни служат о себе не раз. Подари нам родной Кавказ, без озер своих синих глаз, сердце родной и любимый край, только процветай. Живописных лугов цвета, не забудется красота. Вижу просторы земли родной, я живу тобой. Вам уважение, старцы седые, мир вам, вашему дому, долгой жизни вам желаю я. Солнце украсит сосны лесные, пусть свет дарит любому, так прекрасна милая земля. Подари нам родной Кавказ, без озер своих синих глаз, сердце родной и любимый край, только процветай. Живописных лугов цвета, не забудется красота. Вижу просторы земли родной, я живу тобой. Подари нам родной Кавказ, без озер своих синих глаз, сердце родной и любимый край, только процветай. Живописных лугов цвета, не забудется красота. Вижу просторы земли родной, я живу тобой. Хореографическая композиция «Поэма о нарках» исполняет Государственный ансамбль народного танца Ингушетии. Солисты Тамила Хаштырова, Акрамат Кулухаев и Ахмед Калоев.
поэма «Анарта». Дорогие друзья, Республика Ингушетия богата юными талантами, которые с ранних лет представляют культуру ингушского народа на многих престижных детских фестивалях и конкурсах. И сегодня мы рады представить вам в программе нашего концерта лауреата всероссийских и международных конкурсов, финалистку проекта Первого канала «Голос дети» Рагду Ханиеву. Встречаем, друзья! Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на высотах, камнем лежат и горят звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные, смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался среди памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь, конечно, с тобой намного без тебя. Голову на плечи терпеливые, подплеть, подплеть. Ты солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Ты солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Спасибо. В общем, друзья, вот так закончился концерт. Было довольно весело, было много эмоций. Даже я получил свою порцию эмоций, хотя вижу это не в первый раз, да, фактически. И вот рядом со мной человек, который тоже сидел в этом зале. Как вас зовут? Здравствуйте. Галина Михайловна. Галина Михайловна? Да. Галина Михайловна, как вам концерт? Ой, это не высказать. Так замечательно, с таким теплом.
с такой душой, все просто нараспашку, вот так вот, когда вот эти танцы, так и хотелось выйти, вот эту лезгиночку потанцевать. Замечательно. Девочки такие все, а костюмов сколько менялось, да, за период вот этого показа концерта. Впечатление у всех, я думаю, никто не ушел равнодушным. Все было здорово, по высшему классу. И ждем всегда в гости. Очень все благодарны. Спасибо от Костромы. Я думаю, все присоединятся к моим словам за эту замечательную программу, которую привезли и подготовили, показали в нашем замечательном старинном городе Кострома. Спасибо вам, обязательно приедем. Теперь вы приезжайте к нам в Ингушетию. Я думаю, будет всем интересно посмотреть на ваш проект. Очень приятно, замечательно. Еще раз очень благодарна и низкий поклон всем. Спасибо вам большое, это взаимно. В общем, друзья, вот такие вот эмоции у людей после нашего, вернее, концерта. У нас тут съемка идет, как бы это ничего. Все хорошо, друзья, не переключайтесь. В общем, еще один человек, который сейчас будет отвечать на наши вопросы. Ее зовут Ася. Она живет здесь, насколько я понимаю, да? Да, здесь, в Костроме. Ася, как тебе концерт? Мне безумно все понравилось. Все очень красиво, ансамбль просто замечательный, и певцы. Все просто замечательно было. А что понравилось больше всего? Больше всего? Подумай. Не знаю, у меня так глаза разбежались, что даже не знаю, что сказать. Сравнения у меня нет просто, чтобы сказать, что больше понравилось. Какой танец из всех у ансамбля понравился больше всего? Танец невест, девушек. С кувшинами как? Да. Мне тоже нравится наш девичий танец. Это, наверное, лучший танец, который вообще есть в Ингушетии. Я с этим согласен. У нас тут, да, съемка идет. Если что, но это ничего страшного. Никто не замечает нас с Гапуром. Ася, да. В общем, пожелания твои. Что тебе еще понравилось? Что тебе хотелось бы увидеть здесь? Ну, мне бы хотелось увидеть побольше. Вообще, дни ингушской культуры, они направлены на гармонизацию межэтнических отношений. И видеть, чтобы мы в Костроме увидели больше культур. Не только ингушские, но и других республик и в России. Вообще все. Я думаю, нужные люди тебя услышат посредством нашей передачи, а вот сейчас уже услышали. Поэтому тебе спасибо, Ася. Удачи. Спасибо. В общем, вы понимаете, да, что людям все понравилось и людям все нравится. Поэтому, друзья, давайте мы... Не переключайтесь просто. В общем, друзья, еще один человек, но уже более взрослый, более опытный, скажем так, который повидал не один концерт. Светлана Ефимовна, заместитель директора областной научной библиотеки. Правильно я все сказал? Я все правильно сказал. Светлана Ефимовна, ну как вам концерт? Вы знаете, буря эмоций просто захлестывает. Очень понравился концерт, очень эмоциональный, замечательная хореография, великолепные костюмы. Девушки, ну просто, не знаю, один восторг. И очень страстные мужчины в танце. Я думаю, что они такие же и в жизни, не только в танце. И страстные, красивые мужчины, и очень грациозные женщины. Все верно. И нам с ними ехать в одном автобусе домой. Светлана Ефимовна, что понравилось больше всего? Вот все равно бывает что-то одно, что вам нравится больше всего, что-то западает в душу. Что именно? Ну, конечно, это все-таки концерт, потому что это более эмоциональное такое визуальное зрелище. Но мне очень понравилась и книжная выставка наших коллег из Национальной библиотеки. Мне очень понравилась сама библиотека и вызывает большое уважение то, что всего за 20 лет с небольшим эта библиотека достигла того, в принципе, чего достигла наша библиотека за 95-летний путь своего развития. Я поняла, что эта библиотека достаточно крупный информационный центр в Ингушетии на сегодняшний день, с очень хорошей издательской базой, с очень хорошим коллективом, с хорошими наработками, очень много проектов интересных у этой библиотеки. И несмотря на то, что библиотека всего 20 с небольшим лет развивается, уже достаточно интересный фонд скомплектован. И фонд не только современных изданий, но и старых изданий, ценных и редких книг. Поэтому я думаю, что в лице Национальной библиотеки Ингушетии мы найдем очень хорошего партнера, с которым, я думаю, у нас могут быть какие-то совместные информационные проекты в будущем.
Вот знаете, друзья, тут такая ситуация сейчас, что о нашей библиотеке я бы лучше не сказал. Поэтому, Светлана Ефимовна, вам спасибо. Спасибо. Приезжайте в Ингушетию, воочию увидите нашу замечательную библиотеку. Знаете, очень захотелось побывать в Ингушетии, и мы очень благодарны нашим коллегам-библиотекарям и главе Ингушетии за предоставленную возможность пополнить книжные фонды нашей библиотеки. Сегодня нам подарили большое количество книг и на национальном языке, и на русском языке. Эти издания, я думаю, что найдут нашего читателя здесь, в Костроме. И в будущем, в октябре, я думаю, что мы не останемся в долгу, а приедем со своими подарками, со своими книгами, потому что наша Костромская земля, она тоже богата историей, и у нас есть очень интересные издания, которые мы хотели бы подарить ингушскому народу. Следовательно, в следующий раз со Светланой Ефимовной именно в Ингушетии и пообщаемся. Спасибо вам большое, приезжайте. А вы не переключайтесь, потому что следующий я хочу вызвать сюда и пообщаться с министром культуры Республики Ингушетия Марией Газиевой. Но пока посмотрите вот на вон тот экземплярчик. И вот, друзья, мы подошли к тому моменту, когда надо спросить у самых главных людей на этом мероприятии, что происходило, как происходило, почему происходило и откуда вообще взялась эта идея. Эти люди очень известные в своих кругах, по крайней мере в Республике Ингушетия Мария Багаудиновна Газиеву знает каждый, кто смотрел телевизор хотя бы раз. И Наталью Вадимовну, наверное, тоже знают в Костромской области все, потому что директор департамента культуры Костромской области. Давайте мы начнем с вас, Мария, потому что мне интересна очень вот эта часть. Наверное, вы обе будете отвечать на один и тот же вопрос. Откуда взялась эта идея, почему Кострома и как это вообще... Мы честно задавались этим вопросом. Как это Кострома? Отвечайте. Ну вот я себе тоже задаю этот вопрос до сих пор, честно говоря, потому что масштаб мероприятий, которое здесь состоялось, позволяет говорить о том, что это очень долго вынашивалось, очень долго все готовилось, очень долго все состыковывалось с принимающей стороной, потому что праздник действительно получился очень большой, масштабный, знаковый праздник на высоком уровне. Если на концерте во всех мероприятиях практически сегодня принимали участие главы субъектов Костромской области Республики Ингушетия, сами понимаете, что мероприятие носило очень важное и социальное, и политическое значение. Поэтому я знаю, что этот посыл возник с Костромской земли. Судя по этому, мы можем говорить о том, что здесь живут очень миролюбивые, дружелюбные, интернациональные люди, которые жаждут общения, люди, которые жаждут приятия всех культур, если так можно выразиться. Я очень благодарна организаторам в лице губернатора, в лице моей коллеги, директор департамента культуры, за вот такое отношение к нашей культуре, такое притяжение к нам, за вот эту руку сотрудничества, которое они протянули. Они были инициаторами, понимаете? Поэтому я очень благодарна им вот за такое стремление к нашему общению, к взаимообогащению наших культур. Мы с удовольствием откликнулись на этот посыл. Конечно же, хочется поблагодарить и наше здесь культурное сообщество, нашу диаспору в лице Картоева Махмуда, который тоже оказал немаловажную роль в проведении этих мероприятий. А произошло это прежде всего от того, что губернатор области выделил грант на проведение Дней культуры в Ингушетии. То есть все равно официально старт этим отношениям, вот этому сотрудничеству, этому празднику дан губернатором, нашим близким другом, как выяснилось здесь вот в процессе наших мероприятий. Вот, поэтому огромное спасибо Костромской земле, руководству, моей коллеги за великолепный прием, за вот это стремление к нашему сближению, к сотрудничеству. Мы в ходе нашего общения на высшем уровне, я бы сказала, договорились о том, что наши друзья приедут к нам в октябре. Давайте будем с нетерпением их с вами ждать, вот, к нам в гости. Знаете, друзья, вот тут вот был тот самый момент, когда, отвечая на свой вопрос, Мария Багаудиновна сделала так, что я теперь задаюсь не вопросом не почему Кострома, у меня вопрос к Наталье Вадимовне. Наталья Вадимовна, почему Ингушетия? Дело в том, что с Ингушетией, как действительно выяснилось уже, у нас давние связи на уровне глав регионов.
И, конечно, вот этот мощный импульс, который дали наши руководители нашим взаимной дружбе и нашим отношениям на сегодняшний день, это очень мощный толчок к развитию отношений. Как в сфере культуры, как мы сегодня обсуждали, в сфере образования, во всех иных социальных сферах и в сфере экономики, что немаловажно для субъектов Российской Федерации, как вашего, так и нашего. Очень приятно, что сегодняшнее мероприятие прошло на столь высоком уровне. И здесь позвольте мне поблагодарить коллег Министерства культуры Ингушетии за высокий профессионализм, за то, что действительно было очень удобно и комфортно с вами работать, сотрудничать по всем вопросам организации визита, концертной программы, выставочной деятельности. У нас подружились наши музейщики с вашими музейными деятелями и уже обсуждают какие-то взаимные выставочные проекты. То есть это мероприятие дало импульс тем новым проектам, масштабным, многочисленным, которые, мы надеемся, реализуются и в дальнейшем. Да, действительно, на уровне руководителей регионов есть договоренность о том, что будет ответный визит. И сегодняшнее мероприятие на столь высоком уровне и задало столь высокую планку, что мы будем, конечно, стараться выдержать этот уровень при нашем визите в Ингушетию в октябре 2016 года и тоже постараться рассказать ингушскому народу о том, что Костромская земля, она богата культурно-историческими традициями, своим культурным потенциалом. Выставки покажут историю Костромской области, а нам есть о чем рассказать и чем поделиться с ингушским народом. Ведь не зря именно из Костромской области у нас пошла династия Романовых, как вот мы сегодня об этом рассказали. Именно здесь был Иван Сусанин. И именно костромичи выступали во многом, спасали российскую государственность, не побоюсь этого слова, в тяжелые времена Российской Федерации во многие исторические периоды. А вы сегодня рассказали нам о том, что ингуши были сопричастны и непосредственными участниками многих событий, значимых для Российской Федерации, когда спасали именно государственность Российской Федерации. Поэтому мы едины, мы вместе. Давайте строить вместе башни. Башни в сфере культуры, в сфере искусства, в сфере экономических связей, в сфере торговли. И пусть эта башня у нас будет высокой, прочной и нерушимой. Собственно, да. Я еще не закончил, раз уж выпала такая возможность, знаете, поспрашивать верхи, надо пользоваться. Я знаю, что Марет Багудинова может с закрытыми глазами, сидя в зале, сказать во время какой ноты, кто где стоит на сцене. Потому что это министр культуры, да? Но мне интересно спросить у вас, что вам больше всего понравилось в этом концерте? Есть же что-то, что запало в душу? Вы знаете, я не буду выделять какой-то конкретный номер, но та атмосфера, та душа, которая чувствовалась на протяжении всего концерта, понимаете, ведь для того, чтобы люди вышли на сцену танцевать вместе с артистом во время исполнения номера, но это надо такой посыл дать зрителю, настолько открыть всю свою душу, все свое кавказское гостеприимство, показать свое сердце, открыть настолько тому, кто на тебя смотрит, чтобы получить обратный отклик. И сегодня, что было для меня самое главное, аудитория аплодировала стоя. И ингушская культура, она востребована на Костромской земле. Это то, что наши люди любят, и то, что они хотят видеть, то, что они хотят узнавать и познавать. И чем больше, тем лучше. Спасибо, Наталья Вадимовна, очень классный ответ. Марет Багудинова, вы еще не уходите, я вам тоже задам. Вот вы видели, сказать 100 концертов в исполнении наших коллективов будет мало, правильно? Давайте скажем 1000 концертов в исполнении наших коллективов. Марет Багудинова, а сегодня вот что понравилось больше всего? Ну, я редко говорю, что мне нравится все. Давайте вот сегодня как исключение. Скажите. Сегодня мне понравилось все. Есть у меня, конечно, свои претензии, я без них не могу жить. Да, но я когда смотрю концерт, я тоже оцениваю, понимаете? У меня работа такая, оценивать, чтобы сделать замечание, чтобы в следующий раз артист вел себя немножко по-другому, чтобы та неудача, она была ликвидирована, так сказать, вот в результате этого замечания. Я хочу, чтобы они были самыми лучшими, самыми успешными, и в этом вот вся я. Я вот люблю, когда человек успешен, когда он вызывает глубокий отклик в сердцах зрителей, когда он провоцирует зрителя в хорошем смысле этого слова на выявление у себя прекрасных эмоций. И сегодня зал был переполнен прекрасными эмоциями. Я не знала человека, я оглядывалась по сторонам, который был равнодушен. Я не видела этого человека. Мне было жаль этих рук, которые без умолку аплодировали. Они
они просто признавали, они поглощали эту культуру, она им была близка, она их радовала, она вызывала у них приятные эмоции, создавала хорошее настроение, и поэтому я считаю, что они все молодцы. Они все молодцы, они работали от души. Я думаю, что вот это та любовь, которая возникла сегодня в зале между зрителем и артистами, она была взаимная. Она была взаимна, и это рождало успех от номера к номеру. Поэтому огромное спасибо артистам за их труд, за вот стремление не просто там выйти отработать, а выложить душу свою, подарить эту душу в своих песнях, в своих танцах, в своем движении, несмотря на то, что это приносит какие-то определенные сложности, трудности физические, сами понимаете, да? Делать трюки очень сложно, но сегодня они делали от души и просто порхали наши ребята. Поэтому спасибо огромное и руководителям, и коллективам, и, конечно же, нашим вокалистам за их труд, за их вот талант и за их такое вот желание подарить этот свой талант людям. Как говорится, эта штука будет посильнее Фауста Гёте. Я бы лучше не сказал. Спасибо, Мария Богдановна, спасибо, Наталья Владимировна. Обязательно ждем вас в октябре. Я обязуюсь, что буду с вами ездить и все снимать. Отлично. У нас в августе будет большое мероприятие, большой фестиваль, называется «Наши древние столицы». Основное мероприятие будет 12 августа. Мы с удовольствием приглашаем ингушские коллективы принять самое активное участие в данном фестивале. Тем более, что 13 августа у нас будет День города и области. Будут большие праздничные мероприятия. И будет здорово, если ингушский народ, ингушские коллективы станут непосредственными участниками всех этих акций в августе 2016 года. Спасибо большое. Ждем вас в гости. А мы, конечно, приедем в октябре. В общем, оставляем их, чтобы они пообщались, а я немного отойду. Вот так вот. В общем, друзья, вот такая ситуация. Что скажешь? На самом деле, очень хорошо, что люди вперемешку, выберу именно это слово, именно вперемешку, понимаете, вот так делают богаче нашу культуру, делают так, чтобы наша культура становилась известной не только на территории СКФО, но и, в принципе, во всей России. Да нас и так уже знают во всем мире, поэтому, друзья, не переключайтесь. Дальше я хочу найти Рагду Ханиеву, найти Лему Нальгиеву. Лема Нальгиева самый харизматичный, наверное, артист на нашей сцене. А Рагда Ханиева, наверное, наша самая маленькая звездочка. Вот они за моей спиной. Далеко идти не придется искать, но как только они закончат общаться с министром и с директором департамента культуры Костромской области, я обязательно к ним подойду и пообщаемся с ним, потому что у меня к ним очень много вопросов, и мне очень хочется задать эти вопросы именно им. Не переключайтесь. Помните, я буквально недавно говорил, что я хочу пообщаться с самым харизматичным нашим представителем эстрады. И, наверное, с самым сильным голосом нашей эстрады. Это самый харизматичный. Это, конечно, Лема Нальгиева. Лем, здравствуй. Спасибо, здравствуйте. Смотрите, уже, да, понеслась харизма. Здравствуйте, спасибо. Как будто ей Оскар вручают. Рагда, привет. Здравствуйте. Вы услышали голос Рагды. Короче, Лема, вот такая ситуация. Был концерт. Я видел, как ты там прям что-то, скажем так, по-рэперски втирала первым рядам. Это эмоции. Не говори так, а то неправильно поймут. Это Нет. эмоции. В самой первой песне я как-то не сказать, что я выложилась прям на все 100, ну а другая песня уже на родном ингушском языке. Люди, в основном, хотя присутствовали много ингушей присутствовало, я постаралась передать смысл, свои чувства и эмоции зрителю, который не понимает ингушский язык. Поэтому на авансцену выходил и эмоциями показывала. Мне кажется, они поняли, потому что несколько человек, сидевшие сзади меня, начали говорить на ингушском, понимаете? Лема, вопрос такой. Вот зал на самом деле был очень теплый, правильно? Это я даже сидел, чувствовал, что даже я тебе аплодировал, понимаешь? Представляете? И понимаете, такая ситуация, что тебе понравилось больше всего? Вот, что-то одно конкретное, что тебе запомнилось? Для меня было важна публика, и, естественно, важно было выступить хорошо. Я думаю, что зрителям и всем нашим ингушам, которые сегодня присутствовали здесь, на этом концерте, понравился в общем концерт, а также мое выступление, как скромно. Но, в общем, понравился прием, зрителю очень понравился. Такая поддержка зала, это просто нечто. Я никак не ожидала, что с Костромы люди, которые не умеют танцевать,
поднимутся на сцену и начнут со мной танцевать. Я тебе больше скажу, никто этого не ожидал. Мы с Гапуром там чуть ли не умирали от удивления. В общем, мне было очень приятно, и я сейчас под впечатлением и... От танца? Нет, да, и от танца, от всего. В общем, мне безумно все понравилось. И вот такие вот красивые розы, красивые букеты получила. Это здорово. Ты молодец, Лем. На самом деле, нам очень понравилось, как ты выступил. Рагда, я заметил одно движение, которое ты сделал. Там вот первая песня, которую ты пела, в конце была такая пауза, и все подумали, что ты закончил. И как только люди начали аплодировать, Рагда вот так вот пальцем показала, типа, это еще не все, ща еще раз всем вам покажу. Для того, чтобы сказать, типа, не хлопайте. Нет, это просто, эта песня, она такая тоже эмоциональная, взрыв, всплеск эмоций, и я такая, и начала петь пальцем, вот. Поэтому палец это я показала не за то, что зрители там начали хлопать, а из-за того, что это такой в песне жест фирменный, можно так сказать. Но он удался, потому что я запомнил вот именно этот жест. Ну и, конечно, ты потрясающе пел. Рагда, еще вопрос. А вот выступление в Костроме, да? Ты раньше была в Костроме? Нет, я сейчас первый раз в Костроме. Все мы здесь такие, знаете ли. И вот смотри, выступление в Костроме, в зале сидят много ингушей, много представителей других национальностей. Вот какие чувства ты испытываешь, когда выходишь выступать перед публикой, где очень много ингушей? Во-первых, у меня такое чувство ответственности, потому что я пою перед своим народом. И больше всего даже волнуюсь не то, что на голосе, даже когда я пела, а когда именно передо мной ингуши сидят, мой народ. Это самые волнительные выступления в моей жизни бывают. И, конечно же, радуюсь, конечно же, мне приятно, что народ смотрит, народ поддерживает. Вот. На голосе вместо Рагды волновался я. Поэтому все нормально. В общем, Рагда, еще один вопрос. Что у тебя в планах? Всем, наверное, интересно все-таки узнать, что происходит в жизни Рагды Ханиевой. Есть ли гастроли? Куда делся «Голос дети»? Куда делся этот замечательный коллектив, набранный Максом Фадеевым, Димой Биланом и Пелагеей? Куда они все делись? Ну, мы поем и гастролируем по стране, на каналах иногда выступаем коллективом вместе. Недавно выступали на Лиге будущего в Питере с ребятами из «Голоса». Вот. Как-то так выезжаем. У нас с каналом хорошее сотрудничество есть. И сейчас я занимаюсь пока усиленно. И у меня учеба, школа. Это сейчас так все навалилось друг на дружку. И ну, в будущем, если, конечно же, получится, я бы хотела бы еще и на взрослый голос пойти. Обязательно, обязательно. И теперь самые неожиданные вопросы. Точно, Мы с вами слышали, как они договорились вместе пойти на взрослый голос. Друзья, самый, наверное, неожиданный вопрос для девчонок. Вы любите футбол? Знаешь, что я скажу? 3 года назад я болела за Барселону, и я смотрела матч только когда Барселона с кем-то играла. А так... Сейчас не смотришь? Не смотрю. Я разочаровалась в этой команде. Извините меня. Рагда? Так как мой брат постоянно смотрит футбол, и в каждом телевизоре орут эти матчи, я уже не могу на этот футбол смотреть, потому что я реально уже не выдерживаю его. Знаете, почему я спросил? Потому что когда она сказала, на какой лиге вы были? Лига будущего, да. Она хотела сказать Лига будущего, то есть сказал Лига будущего, а вначале оговорился, сказал Лига и такая, Лига чемпионов. Да, Лига чемпионов — это футбольная лига, а Лига будущего — это хоккейная. Как ты заметил? Я не обратила. Ну просто у меня, понимаешь, слово «лига» сразу чемпионов. В общем, друзья, Рагда Ханиева, Лемон Альгиева, Амир Цичоев, наша выставка. Все здесь, Гапур Чахкиев и, конечно, Кострома. Да. Не переключайтесь, друзья, наблюдайте за, скажем так, триумфом и Рагды, и Лемон Альги, потому что, помните, в одной хорошей песне звучало в плейлисте моего телефона и айпада закрепились только Лема и маленькая Рагда. Поэтому, друзья, давайте на связи и не теряйтесь. Это был хороший день. Это был отличный концерт. Это были сумасшедшие эмоции. Если говорить откровенно, то знаете, как получается. Я сам сидел в зале и получал эти эмоции, которых, наверное, очень не хватало в последнее время. И от ансамбля Ингушетии я уже говорил, да, что меня можно пленить просто тем, что они выходят и танцуют. Они это делают мастерски, они это делают профессионально. Я еще раз
Я почувствовал, что чувствовал Макс Фадеев, когда слушал Рагду Ханию, потому что по мне тоже прошлась эта дрожь от этого исполнения первой песни на английском языке. К сожалению, не знаю, как называется, но я понял, что Love Me. Это было потрясающе, это было очень круто. Лемон Альгиева, которая своей харизмой, вот этим всем, и песня Сагалгейчи, конечно, безоговорочно. Где бы я ни был, Ингушетия всегда вот здесь. Что еще? Конечно, Алаудин Исмурзиев, который своим... Я даже не знаю, как назвать его голос, понимаете, вот этим своим эй-эй-эй, просто взял и покорил всех. И Рахман Беков, который своим танцем и голосом всех покорил. В общем, мы тут всех покорили, едем домой. Но суть не в этом. Друзья, это был отличный день. Кострома, Костромская область, ингуши, которые живут здесь. Это на самом деле очень здорово. Придумывать и создавать такие праздники, это очень круто. Чтобы люди видели всю нашу культуру, чтобы люди видели то, чем мы живем у себя на родине. И чтобы люди понимали, что мы самые яркие представители самого благородного народа на свете. И мы каждый должны стремиться именно к этому, потому что наши предки отдавали жизнь за то, чтобы сохранить благородство нашего народа и вырастить достойных потомков. Я думаю, это самое главное, что мы должны с вами нести в массы, нести в общество и передавать своим детям. Это был Амир Сычуев, Гапур Чахкиев, Министерство культуры, естественно, в Костромской области, Дни Республики Ингушетия. Я желаю вам здоровья, счастья и, конечно, любите свою родину, где бы вы ни были. Всем пока!